Самбанан Худут. Сегодня хочу подвести некий итог по всей этой истории с тройболизмом и обозначить явные проблемы нашего бурятского общества на данный момент, которые необходимо, конечно, каким-то образом нам всем решать и которые нельзя никак игнорировать. Итак, мы с вами стали свидетелями того, что даже, казалось бы, номинально такие люди, как Хомутаев, которые имеют статус профессора, не знаю, как он вообще получил этот статус, и почему-то он еще считается историком. Ну ладно, наверное, через какие-то связи, блат он получил это, мы сейчас понимаем. Ну, конечно, при помощи связей получил свой статус, да. Ну, какой можно сделать вывод в этой ситуации? Понимаете, статус-то такие люди имеют, да, но что они на самом деле думают и что они на самом деле делают? И почему наш бурятский народ так разобщен и нету никакого объединения? Потому что, понимаете, вот эта вот правящая верхушка, так называемая элита, ну а по сути контрэлита, конечно, она не заинтересована ни в коем случае в том, чтобы Бурятия получила независимость. И они наоборот делают все для того, чтобы этого никогда не случилось. Почему? Потому что тогда они совершенно не нужны будут бурятскому народу, потому что по большому счету, ну, ничего полезного, ничего хорошего они для бурятского народа никогда не делали и делать не собирались и не делают сейчас. Тот же самый Хомутаев, посмотрите, что он делает. Он занимается тройболизмом, разъединением бурятского народа. В прошлом я согласен, что наши рода, у нас была, так скажем, конфедерация. Когда-то объединялись для решения каких-то совместных задач, но по большому счету жили как бы независимо, автономно друг от друга. И по этой причине, видимо, не было у нас объединения против войны с русскими оккупантами. Но надо еще понимать, что в тот момент вообще на территории Монголии той была еще и война между джунгарами и халхасскими ханами, и наступали маньчжуры. Ну, то есть вообще такая, понимаете, тяжелая ситуация была, напряженная. То есть это не надо рассматривать так, что, знаете, жили тихо, мирно, спокойно, и тут неожиданно появились русские. То есть это было очень тяжелое, напряженное время на самом деле, время тяжелых решений. И сейчас, вот как легко так судит тот же Хомутаев о тех временах, хотя он на самом деле вроде как бы номинально считается историком, это вообще какой-то нонсенс, что он так говорит. Ну, понимаете, он никакой на самом деле не историк, это же понятно, либо он просто всех нас за дураков держит, тех людей, кто его слушает. И я просто, знаете, удивляюсь, что Уладаев сидит, молчит. Если бы он был бы каким-то достойным бурятом, он бы сказал: слушай, завали хлебало свою. Но вместо этого он сидит, молчит и тупит. Не знаю, конечно. Ну, вот что значит наша контрэлита во всей красе. Понимаете? Вместо того, чтобы заниматься объединением, просвещением бурятского народа, они только тройболизмом занимаются. Ну вот обвиняют Хори, да, якобы там трусы и так далее. Ну что за бред вообще? И это еще борец за бурятские какие-то движения, независимость. Ну где? Вот вы еще спрашиваете, почему ничего не получается. Вот поэтому и не получается, потому что вот такие вот люди сидят, и мы, к сожалению, вместо того, чтобы их... До сих пор они в нашем, как сказать, информационном поле присутствуют. Видите, вот о чем говорит Рамис Юнус, да, в программе «Международка», в том, что вот всю агентуру влияния нельзя пускать на самом деле в информационное поле. У наших бурятов должно быть понимание, да, кто работает на структуру, на ФСБ, а кто, ну, пытается что-то делать, да.
Поэтому, видите, я и сообщаю вам. Мне, на самом деле, какой мне смысл, да, с ними там ругаться или еще что-то. Просто я вот доношу до вашего сведения, кто что делает. Ну и это же логически. Как может якобы борец за движение бурятской независимости сидеть и обсирать один, ну вообще не один, а самый вообще большой род бурятского народа? Что это вообще за дела? И, конечно, вот справедливое комментарий мне написали, что сейчас надо заниматься, наоборот, объединением, да, чтобы не было никакого разъединения. Конечно, это надо и делать. Вот о чем надо вообще думать. Надо заниматься объединением бурятского народа. То есть надо понять, что тогда вот такое сложное, тяжелое время было. Ну и тогда вообще жили по другим, как бы сказать, правилам, да. А сейчас надо вот это проанализировать, подумать, что есть возможность, есть шанс, надо использовать все эти возможности. Надо понимать, что, конечно, структуру ФСБ вот через вот таких вот засланных казачков, агентов, она будет стараться развалить все. И у нее успешно это получается на протяжении уже скольких лет. И они все успешно объединения, да, митинги, все это они разваливают, создают специально организации, везде, где есть какие-то возможности представлять бурятский народ, они туда влазят. И вот они якобы такие вот представители в ПАСЕ залезли, еще куда-то. И если что, вот везде якобы все буряты везде засели, сидят, но на самом деле ничего не делают. Для этого их туда ФСБ и делегировал на самом деле. Это же надо быть дураком, чтобы этого не понимать. И поэтому, понимаете, вот люди сидят в отчаянии, наши буряты, и думают, а чё ничего не получается, вот мы не способны. Да нет, на самом деле вообще не в этом причина-то. Причина в том, что это ФСБ заранее все понимает, предвидит и занимается такими вот вещами, когда создает вот этих вот агентов влияния, создает контрэлиты, которые как раз таки не дают объединяться. Понимаете? Вот почему надо их из информационного поля выкидывать. Вот видите, из-за вот таких вот людей, личности ничего и не получается. Такие вот дела. Сейчас, конечно, необходимо объединение. Нужно понимание, во-первых, кто заинтересован в тройболизме, для чего это все делается и как это делается. Понимаете, уже целую начали информационную готовить, как бы сказать, атаку, да, когда вот эти вот нарезки делают, выкладывают в надежде на то, что они станут вирусными, и затем пишут различные негативные комментарии, что вот одна часть якобы бурятского народа там трусы и так далее. Ну, то есть это старый, как мир, принцип «разделяй и властвуй», который ФСБ активно использует. Почему? Потому что сейчас дела идут плохо на фронте, и очень много разговоров о том, что действительно может быть распад, и тогда появится окно возможностей. Но, видите, они всеми силами препятствуют этому. Вот для этого и существует агентура. А вы что думали, там что, как она должна выглядеть, агентура? Вот она, вот она такая есть. Ладно, Нахудут. Надеюсь, у вас есть понимание, кто, как, для чего и по чьему заказу действует. Такие вот дела. Занахудут байрла, комментарий бышты лайки, ты занахудут дахину затра байрте.